В 2004 году при поддержке правительства Москвы была создана Межнациональная футбольная лига. Одной из первостепенных задач лиги является не только развитие и популяризация спорта и здорового образа жизни, но, что и не менее важно, гармонизация межнациональных отношений, сближение людей разных национальностей. Чемпионат МФЛ – реальное доказательство того, что люди всех национальностей и вероисповеданий могут дружно и плодотворно сосуществовать, как на одном футбольном поле, так и в огромном городе, огромной стране. Карачаево-Балкарская футбольная команда «Эльбрусоид» начала участвовать в матчах лиги с 2005 года. В том же году она завоевала один из своих главных призов, который стал залогом дальнейших побед команды – Кубок лучших болельщиков чемпионата. В 2006 году поклонники «Эльбрусоида» получили Кубок самых преданных болельщиков. Согласитесь, с такими болельщиками грех проигрывать. И вот в 2006 году футбольная команда «Эльбрусоид» стала серебряным призером чемпионата. А уже спустя год, в 2007 году, «Эльбрусоид» стал чемпионом Межнациональной футбольной лиги Москвы. А в начале июня этого года наша команда приняла участие в чемпионате Европы по футболу Европеаде 2008, который прошел в швейцарском городке Седрун. Турнир был организован Федералистским союзом европейских национальных меньшинств. Первую игру ребята провели со сборной команды аруманов, проживающих в Румынии. Вторая игра состоялась со сборной тирольцев. А третью игру провели против сборной Дании. К сожалению, с первой попытки взять Кубок Европы нашему клубу не удалось. Но, как известно, главное не победа, а участие. Тем более, что в швейцарском городке ребята приобрели бесценный опыт и проявили все обаяние кавказского характера, что было особо отмечено организаторами турнира. И на финальной игре нашу команду зрители встречали уже с особым восторгом. Хочется отметить, что команда «Эльбрусоид» своей игрой заставила зрителей и организаторов надолго запомнить, и не побоимся этого слова, полюбить наш народ. И если бы на чемпионатах по футболу была традиция присуждать приз зрительских симпатий, то его обладателем, несомненно, стал бы наш футбольный клуб. Кроме футбола, делегация от «Эльбрусоида» показала фольклорно-этническую культурную программу, которая также была встречена бурными овациями всех гостей чемпионата. За 5 лет «Эльбрусоид» заметно расширил свою деятельность. Как сказал один из гостей на вечере, фонд стал вести работу Министерства культуры, образования и спорта какой-нибудь небольшой автономной республики. При этом надо признаться, что организация не имеет каких-то конкретных стратегических целей и не строит далеко идущих планов. Проблем в области работы с молодежью очень много. За какое направление ни возьмись, всегда найдется чем заняться. «Эльбрусоид» подходит к решению поставленных задач, примеряя собственные возможности, которые никак нельзя назвать министерскими. Одной из острых проблем Карачаево-Балкарского, как и любого другого малого народа, является проблема сохранения языка. Тут одними нравоучениями не обойтись. Необходимо привлечь внимание детей и молодежи к живой, звучащей родной речи, а способность родного языка передавать тонкие нюансы неповторимого национального характера. Это возможно не только обладанием словарного запаса, но и знанием духовной культуры своего народа. Научить этому привычными уроками очень сложно. Эльбрусоиды решили для изучения родного языка воспользоваться визуальными средствами, а именно переводами известных мультипликационных, художественных и документальных фильмов. Дублирование на родном языке – это всегда увлекательно. Известный драматургический сюжет неожиданно начинает работать по-новому, вбирая в себя национальный колорит. Чтобы фильм заговорил на другом языке, не требуется больших затрат. Современные компьютерные технологии позволяют совершать чудеса. Но, как вы сами понимаете, иметь технику – это еще не все. Первый проект у нас был мультфильм «Король Лев». В озвучке у меня участвовало более 16 человек, если мне память не изменяет.
И на каждую роль было по 4 человека. Выбор делал так, чтобы они по характеру, по голосу совпадали и могли придать характер персонажа, которого будут озвучивать. И по отзывам зрителей, вот сейчас я уже могу судить, это, по-моему, удалось нам. А после этого мы уже начали озвучивать остальные мультфильмы. Их у нас было 8. Более 100 детей принимали участие. Начали озвучивать документальные фильмы, познавательные. Вот. Озвучили 17 документальных фильмов вот на сегодняшний день. А потом уже мы на месте не стоим, мы решили озвучить уже художественные фильмы, подключить в наш проект актеров Карачаевского и Балкарского театра. Вот. Первый фильм это у нас «Гладиатор», потом «Кавказская пленница» в Карачаевском театре, а потом вестерн «Хороший, плохой, злой». Но это, я думаю, что-то не предел. Настанет тот день, когда мы на самом деле снимем свой большой художественный фильм. И я хотел бы сказать, независимо от того, мы как бы есть преемственность поколений, рано или поздно мы уйдем, но дай Бог, чтобы Эльбрусовит был всегда, жил всегда и творил всегда. Одним из приоритетных направлений работы Эльбрусовида является издательская деятельность. Серия «Карачаево-Балкарская литературная классика», над которой мы сейчас работаем, нацелена на пропаганду лучших произведений наших известных писателей. Эту серию мы начали с двухтомного издания избранных сочинений талантливого поэта, писателя и драматурга Халимат Башчиевны Байрамуковой. Любители родной словесности в скором времени смогут ознакомиться с этим превосходным изданием. В рамках этой серии подготовлены к изданию сборник стихов замечательного поэта Азрета Семенова и книга яркого и талантливого писателя Бориса Чипчикова. В будущем планируется издание книг классиков нашей литературы Исмаила Семенова, Кязима Мичиева, Мусы Батчаева. Нужно сказать, что фонд Эльбрусовит издательскую деятельность начинал с антологии карачаевской поэзии, которая была выпущена в 2006 году. Первая антология карачаевской поэзии была издана в 1965 году. Спустя 40 лет издательство фонда выпустило новый сборник избранных произведений, куда вошли лучшие образцы карачаевской классической и современной поэзии, а также произведения безымянных творцов нардских сказаний, старинных обрядовых песен, пришедших к нам из глубокой древности. Такое великое произведение, которое останется в истории карачаевской литературы, да и литературы Карачаево-Черкесии. Это уникальный человек, как Алита Таркулов. Прекрасный человек там в Москве. Такое организовал для карачаевской, балкарской молодежи, талантливой молодежи, и такие великие дела делает. Нашу культуру действительно, мне такое ощущение, что не здесь, а там вот продвигают. Там и фильмы, и журналы, и все такое там делается. Большое вам спасибо. Такое дело, конечно, могут делать только истинные патриоты. Действительно, у которых в сердце есть настоящая любовь к своему народу, к своей родине.